всякое у людей может быть представление по поводу того, когда появляются новые здания, новые какие-то основные средства, как мы говорим, да, новые условия для работы не только, в данном конкретном случае, судебной власти, а вообще там органов исполнительной власти, в целом, может быть, каких-то других направлений, правоохранительных органов. И люди по-разному на это реагируют. Но я хочу сказать, что вот это конкретный пример того, как на самом деле мы больше и ближе идем к понятию правового государства. Потому что работа суда в неподобающих условиях дискредитирует в принципе само понятие судебной системы. Подрывает престиж самого государства. Конечно. Особенно приятно было отметить это то, что сегодня и люди с ограниченными возможностями сегодня имеют все условия для того, чтобы в этом великолепном здании суд стал для них доступен. Доступен, да. И вот это хотелось бы отметить, и я надеюсь, что это не последний шаг в улучшении работы, условий работы суда. Здесь есть еще к чему стремиться. Вот Вячеслав Александрович как раз рассказал о тех нормах, которые на самом деле надо достигнуть, но которые от которых мы пока далеки. Со своей стороны хочу заверить, что и правительство республики будет делать все возможное для того, чтобы помогать судебной системе развиваться, зафиксировать дальше активно. В 1991 году Верховный суд ушел в здание обкома партии тогда, и мы занимали там часть первого этажа. Конечно, это было не решение вот той проблемы, но во всяком случае мы тогда дали возможность немножко вздохнуть Сыктывкарскому суду. И вот с тех пор мы работали 8 лет, до 1998 года в этом здании. Мы понимали, что мы мешаем исполнительной власти, потому что у них свои функции, свои возможности. Но и нам было не здорово, потому что там негде было рассматривать дела по первой инстанции. Мы вынуждены были бегать рассматривать дела в Сыктывкарском городском суде. И вот после долгих попыток получить что-то другое, потому что предлагалось и зубопротезное учреждение, и бывшая квартальная котельная, я уже не говорю о том, что там такие совсем не престижные, не то что престижные, просто не приспособленные здания. Нам удалось тогда с первым главой, ныне покойным Юрием Алексеевичем, договориться, что мы занимаем вот то здание, теперь старое, которое, да, оно раньше Минжилкомхозу. Правда, нам пытались оставить 2 этажа за ними, а 3 этажа, мол, это ваше. Ну, конечно, мы на это не пошли. Удалось получить полностью здание. И вот в 1998 году, когда мы туда вселялись, приезжал председатель Верховного суда России Вячеслав Михайлович Лебедев, и нам казалось, что мы достигли вершины счастья. Да? Получили 2500 квадратных метров, мы там приспособили несколько залов судебных, в том числе один зал. Но время-то шло, и вот в 2002 году, когда мы задумались о том, что дальше-то надо расширяться, невозможно, к тому времени уже и суд присяжных вот должен был, все другие, и давайте так, тогда у нас было 35 судей, сегодня 48 судей в Верховном суде. Тогда в аппарате суда работало 42 человека, сегодня 105 человек. И понятно, вот та коробочка вот-вот должна была развалиться, дальше невозможно. Но то, что тогда запланировали, нас бы оно устраивало, если бы жизнь не шла дальше, и мы не росли, и функции судебной власти не увеличивались. Вот впереди уже апелляция. Апелляция – это новые единицы, это новое судопроизводство, и, в общем-то, получилось так, что мы только въехали, мы уже опять выросли из той одежки, которую действительно жили.